Маршал Дума Сярга, Георгий Шарашидзе, сын француженки и грузина, еще несколько лет назад, и в поисках истории чеченцев на французском языке я наткнулась на его труд под названием «Les Tchétchènes, un peuple en sursis» «Чеченцы народы на испытательном сроке», где он рассказывает о коварных методах России по уничтожению нашего народа. Может, как-нибудь размещу этот труд. А сегодня пройдемся по его интервью известному французскому журналу «Libération». Чечения, 2000 ans d'insoumission. Чечения, 2000 лет неповиновения. Selon l'anthropologue Georges Charachidze, la volonté d'indépendance des Tchétchènes est d'autant plus forte qu'elle repose sur une longue tradition de combat. По мнению антрополога Жоржа Шарашидзе, стремление чеченцев к независимости тем сильнее, что оно основано на давней традиции борьбы. 2000 лет здесь имеется в виду задолго до российской оккупации, когда мы боролись то с монголами, то с тюрками и так далее. 2000 лет – это такой иммунитет должен выработаться. Кем сам Джордж Шарашидзе, Георгий Шарашидзе был? Spécialiste des langues et religions du Caucase, Georges Charachidze, professeur émérite à l'Institut des langues et civilisations orientales, INALCO, explique à Libération les racines de la guerre en Tchétchénie. Итак, специалист по языкам и религиям Кавказа Георгий Шарашидзе, почетный профессор Института восточных языков и цивилизации INALCO, объясняет журналу Libération корни войны в Чечне. И вот он вопрос Libération к Георгию Шарашидзе. Pourquoi les Tchétchènes sont-ils actuellement le seul peuple du Caucase du Nord à combattre pour leur indépendance? Почему чеченцы сейчас единственный народ на Северном Кавказе, борющийся за независимость? Я напомню, что это интервью за 2000 год. Parce qu'ils sont les plus nombreux. Потому что они самые многочисленные, объясняет Георгий. Il y avait un peu plus d'1 million de Tchétchènes en Tchétchénie avant le massacre et les déportations mises en œuvre par Staline à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. До массовых убийств и депортаций, устроенных Сталином в конце Второй мировой войны, в Чечне проживало чуть более миллиона чеченцев. Дальше он рассказывает про то, что требования независимости, которые выдвигают такие харизматичные лидеры, как генерал Дудаев, убитый русскими в 1996 году, также основана на долгой истории неповиновения и борьбы в горах за сохранение своей свободы и своих традиций. Дальше он говорит про ингушей, les ингуш, qui leur sont très proches, ингуши, которые им очень близки, sont moins nombreux et ont besoin de l'arbitrage de Moscou dans l'interminable conflit territorial qui les oppose aux Ossètes. То есть очень близкие к ним ингуши, немногочисленны, малочисленны и нуждаются в поддержке арбитре Москвы из-за бесконечного территориального конфликта, противопоставляющим их осетинам. Далее он говорит про Дагестан, почему Дагестан до сих пор не борется. Он представляет собой мозаику из 26 небольших этнических групп, говорящих на разных языках, и другие народы Северного Кавказа, такие как черкесы, составляли вообще меньшинство на своей территории, особенно после убийства и исхода, последовавшего за царским завоеванием. Далее интересное начинается. Quelle est l'origine des Tchétchènes? Каково происхождение чеченцев? И он рассказывает. Un géographe arabe du Moyen-Âge baptisa le Caucase la montagne des langues. Средневековый арабский географ назвал Кавказ горой языков. Cette chaîne, dont les sommets culminent à plus de 5000 mètres, demeure une extraordinaire concentration de peuples dont une quarantaine forment un groupe unique, ni turc, ni persan, ni sémitique, ni indo-européen, que l'on ne peut rattacher à aucun autre dans le monde. Этот хребет, вершины которого достигают более 5000 метров, остается необычайной концентрацией народов, около 40 из которых образуют уникальную группу ни тюркскую, ни персидскую, ни семитскую, ни индоевропейскую, которую нельзя связать ни с какой другой в мире. Leurs langues sont très différentes, их языки очень разные, mais ont la même origine, но имеют одно происхождение. Ces peuples des montagnes, comme les appellent les Russes, ont des structures sociales proches et une commune culture de l'honneur et de la vendetta. Эти горные народы, как их называют русские, имеют схожие социальные структуры и общую культуру чести и вендетты. Ils sont en majorité musulmans sunnites avec une pratique tolérante
et ouverte marquée par le soufisme et la toute-puissance des confréries. Это преимущественно мусульмане-сунниты, придерживающиеся толерантной и открытой практики суфизма и всемогуществом братств. Представляете, когда-то у нас были могущественные братства. Далее тоже интересно. Les Ingouches et les Tchétchènes dans l'Antiquité, ces derniers formaient un seul peuple, dans un royaume que les Romains appelaient Albanie. Ингуши и чеченцы в древности составляли единый народ в королевстве, которое римляне называли Албанией. Не путайте с другой Албанией, она с ней не имеет ничего общего. Это просто тезка на Балканах, за исключением названия белый, напоминающего цвет наших гор. Les noms d'Ingouches et de Tchétchènes ont été donnés par les conquérants russes en référence à des lieux dits. Названия ингуш и чеченец были даны русскими завоевателями в зависимости от сельской местности. То есть это то же самое, если сегодня какой-то один народ начнут разделять в зависимости от расположения поблизости к определенным селам. Dans leur langue, les Tchétchènes s'appellent Nakhchi, qui signifie les nôtres. На своем языке чеченцы называют себя Нахчи, что означает «наши». En raison de la diversité linguistique, les peuples caucasiens ont longtemps utilisé comme langue de communication le tatar. Depuis le siècle dernier, c'est le russe. Это было очень странно для меня. Я не знала, что из-за языкового разнообразия кавказские народы издавна использовали татарский язык как язык общения. И только с прошлого века он сменился на русский.